Давайте еще. По поводу ведения конференции, давайте Демографическая- обсуждать доклады. Что обсуждать? Демографическая ситуация, демографическая безопасность, мужское и женское начало. Я начну с того, что сначала я дам общий теоретический обзор, что имеется на данный момент. Потом я сделаю непосредственное предложение, что надо, чтобы изменить демографическую безопасность в России и в Беларуси. Ну и в конце от нашего творческого коллектива я прочту тезисы, которые считаю, что демографическая безопасность — это и есть будущая обеспеченность функционирования жизнедеятельности определенного общества, государственного образования в сфере демографических процессов и явлений. Государственное образование для функционирования в будущем должно обладать военной, экономической, экологической, культурной, социальной, демографической, духовной, политической и продовольственной безопасностью. Данные безопасности рассматриваются в контексте общественной или национальной безопасности государственного образования. Демографическими угрозами для демографической безопасности являются это старение населения страны, сокращение численности населения страны, нерегулированные миграционные процессы и деградация института семьи. Ну, в настоящее время, если брать Белоруссию, то вот уже было на этой конференции отмечено, что каждый год в Беларуси теряет, убыль составляет 70 тысяч человек и 30 тысяч непосредственно абортов. В настоящее время наблюдается быстрый рост численности населения планеты. На фоне стремительного увеличения численности жителей в многих странах Африки, Азии и Латинской Америки минимальный прирост населения либо отрицательные демографические тенденции отмечаются в Европе, Японии и в постсоветском пространстве. По прогнозам ученых-демографов, до 2050 года в 45 странах мира убыль населения будет наблюдаться минимум на 10%, в том числе и в Белоруссии. Ученые-демографы обращают внимание на связь людей, господствующих в современных обществах с ценностями, ориентированными на стремление по возможности ни в чем себе не отказывать, жить в свое удовольствие, а также нежеланием жертвовать имеющимся своим комфортом. В современных обществах имеют место такие приоритеты, как частное видение личных интересов выше общественного, владение выше служения, собственность выше власти, материальное выше духовного и законы, придуманные людьми, выше справедливости. Данные приоритеты составляют причины снижения рождаемости в так называемых развитых странах. Негативно на рождаемость оказывает влияние, исходящее из достижений современных обществ. Это есть влияние, связанное с изменением роли в современных обществах женщин. Женщины в таких обществах, преодолевая давление социальной среды, оказываются вовлеченными в процессы существующей экономики, которая рождает стремление достигать карьерных успехов даже путем получения нескольких образований. Вышеизложенные тенденции ведут не только к позднему рождению детей, но даже их
отказывают в рождении детей. Теперь о роли мужского и женского начала. Согласно герметической философии, существует принцип пола, согласно которому все вещи и люди в себе имеют два начала пола, мужского и женского. И всякое творчество есть результат взаимодействия этих двух начал. Мужское начало несет в себе принцип преобразования, а женское начало несет в себе принцип созидания. Сущности мужского и женского начало всегда в действии. Никакое творчество невозможно без мужского и женского принципа. Воссоздание всегда происходит благодаря мужскому и женскому началу. Два начала пола не имеют никакого отношения к многочисленным низким половым, деградирующим, похотливым теориям, усилиям и руководствам. Прав вывод гласящий: для чистого все вещи чисты, а для низкого все вещи низки. Мужское и женское начало взаимно дополняют друг друга. Мужское и женское начало не являются противоположностями. В любом мужчине на постоянной основе господствует принцип преобразования, а в любой женщине господствует принцип созидания. Мужское и женское начало в человеке присутствует и как содержание психики, наличие мужественных или женственных черт характера. Мужское и женское начало в человеке присутствует не как мужчина и женщина. Мужское и женское начало помогают человеку проявить себя в социальном мире. Мужское и женское начало уравновешивает или не уравновешивает человека в его внутреннем мире. Сохранение существующего геополитического статуса государства напрямую зависит от функционирования и развития популяции в ее возрастно-половых и этнических параметрах. Этнические параметры включают в себя определенную лингвистическую, религиозную и психологическую общность. Что касается нравства, реальность такова, что славянские знания представляли роль мужского и женского начала следующим образом. В природе есть два божественных начала. Это мужчина и женщина. Мужчина строит, а женщина наполняет духовным содержанием созданное. Мужское и женское начало в природе во всех живых проявлениях есть отражение законов мироздания. Хранителями определенных законов мироздания на участках суши планеты Земля назначены мужчина и женщина. Мужчина и женщина изначально несут способности давать и поддерживать жизнь благодаря существующей жажде отдачи непостороннему. Мужчина и женщина на участках суши планеты Земля должны быть мудрыми хозяевами природы, помощниками сил параллельной реальности. В отношении всех живых существ заложена суть мужского и женского. И в этой только гармонии все родившееся красиво, сильно, правильно. Как правило, в мужчине в большей степени заложен ум, а в женщине мудрость, рождающая силы, исцеляющая все живое. Если мужское и женское начало соединяются на основе любви, то жизненные силы, рождаемые ими, увеличиваются во много раз. Вышеописанное всегда несет в себе здоровье, лад и счастье. Мужчина, как правило, сеет, а женщина, как правило, рождает. Мужчина по своей природе, как правило, лидер. Через это проявляются все его творческие силы. Женщина по своей природе несет мудрость и нежность. Если в женщине исчезает мудрость или нежность, то данная женщина и ее мужчина становятся несчастными. Русская пословица гласит:
чем женственнее женщина, тем мужественнее мужчина. И из вышеизложенного исходит вывод. Как правило, основной угрозой для демографической безопасности государственного образования является возникающая диспропорция по возрастной структуре населения. Ну и тут и последнее. Реальность такова, что мы живем в мире, где роль материального велика. Поэтому, чтобы непосредственно улучшить демографическую ситуацию в Беларуси и России, необходимо принять на законодательном уровне следующую правовую модель, которая заключается в следующем. Мужчина и женщина вступили в брак, рождается у них непосредственно ребенок, и им государство дает общежитие, которое, допустим, даже 8 метров с общей кухней и общим туалетом. Рождается второй ребенок, то уже непосредственно с того общежития они съезжают и приезжают в другое общежитие, где 2 небольшие комнаты, санузел и душевая. А третий ребенок рождается, как в Беларуси, непосредственно и есть. Как многодетную семью ставят на учет, через несколько лет они получают жилье непосредственно. А если рождается 4-й, то они уже выплачивают не всю стоимость квартиры, а определенную часть. А если рождается 5-й ребенок, то непосредственно эта квартира, что они получили, входит в их собственность. Ну и в заключение я хотел озвучить следующие тезисы. Знание общественности, недра народу, справедливость повсюду, приоритет развития, единство сила, процветание оружия, здоровье норма, семья основа, уважение предков, благо потомков, человечество сияние, разум оплот, женщина мудрость, строительство мужчинам, старейшинам почет, детство детям, власть война, вода память, движение жизнь, земля дом, мир народам, счастье сегодня, вчера безопасность, любовь навеки. Я закончил. Одна минута. Дмитрий Леонович человек уникальный. Его послал сюда Андрей Аркадьевич Иванов, он будет у нас завтра, в 9 часов утра, для КамАЗа. Вот. Сегодня у него по семейным обстоятельствам не может быть. А Дмитрий Леонович Громковский один из переводчиков Корана. Переводчиком, создателем русского языка. Вот. И он как философ, Если есть вопросы по Корану, могу ответить. если у вас возможность есть завтра прийти, придите, да. Вот вам, пожалуйста, значит, доброго здравия вам и успеха в вашем благородном деле. Завтра, да, завтра.